Кочера. Видите, вот портрет Кочера. Это вот, значит, благодарность Марку Слободцову за многолетнюю работу в сохранении памяти заключенных сталинских лагерей, а особенно поэта-переводчика Григория Кочера. Вот видите, стоит, на украинском языке. Да, стоит печать музея и подписано М. Кочер. М. Кочер это кто? Это директор этого музея, невестка. Она, значит, как это? Ну да, невестка, правильно, сноха, Жена сына, да. Кочера. А? Жена сына. Нет. Ну да, жена Ему сына. невестка, сын. А дети нет. Вот Мария Леонидовна Кочер. Сейчас я вам ее тут. Саму приветствие можем и не зачитывать. Вот. Хотя можем и зачитать. Она даже два приветствия прислала. Сначала, а потом уже с грамотой вторая. Сейчас. Вот она первая, то, что написала. Ну, давай. Вот она, значит, пишет. Участникам презентации книги Григорий Кочер «Антоновская тетрадь» в переводах с украинского на русский Марка Каганцова, проводимая в честь 110-летия со дня рождения Кочера. Семья Кочеров шлет наилучшие пожелания всем присутствующим, выражает благодарность за память о Григории Кочере, особенно в юбилейный 110-й год со дня рождения. В музее Григория Кочера и на кафедре его имени, а кафедра эта находится в Львовском университете, а музей находится в Ирпене. Вот. Ведется большая работа по исследованию его разносторонней творческой деятельности, поиску новых материалов. За последний месяц прошла международная конференция во Львове, на которой я читала лекцию «Ведь найденные архивы», то есть найденные архивы, да? О найденных письмах в Германии Кочера в архиве Костецкого, 45 писем. Они вошли в новую книгу. Параллельно писала комментарии для книги о переписке Кочера с Воронович. Воронович, Ирина Воронович, это его жена. Вот их обоих, когда посадили, они находились практически рядом. Он сидел в Инте, она сидела в Абезе. То есть совсем рядом, да? Но они вот эти 5 лет заключения, не ссылки, а еще заключения, они не виделись. Вот когда заключение закончилось, она смогла к нему приехать в Инту. Там они домик даже купили, будут фотографии, я покажу. Вот. А уже после смерти Сталина вот, они получили возможность жить, вернуться в Украину. Вот. Но при этом им в Киеве жить запрещали. Они жили, значит, неподалеку в Ирпене. Вот. Очень интересные его письма, очень интересные письма, кто, значит, может в интернете найти. Называются они «Листы из Инты», то есть письма из Инты, вот, которые он писал, значит, дробязко. Был такой, значит, известный тоже переводчик, и его жене. Вот, там очень интересная переписка со стихами, с творческой работой. Я, собственно, со стихи первые Кочера читал вот именно в этих листах. А потом только мне удалось, значит, саму эту книжечку увидеть. Да. О переписке Вороной, да, которую предложил издать Евгений Захаров. Кто такой Евгений в Харькове? Вот еще чего я вам не говорил. Значит, книжечка вот эта. Вот смотрите. Вот это издано в Киеве. Эта книжка издана во Львове. Вот эта книжка издана в Харькове. Это о том, что русский язык запрещен. Запрещен он
Вот я печатаю. Еще есть у меня львовская книжка. Вот. Значит, вот это издательство называется по-украински «Права людини», по-русски это «Права человека». И они как раз специализируются на том, как это сказать, на издании произведений, мемуаров, стихов или произведений, посвященных этим людям, вот в основном вот пострадавшим от репрессий. Да? Это вот они, такое издательство. И возглавляет его Евгений Ефимович Захаров, замечательный поэт тоже. Вот они издавали эту книжечку. Так.